Нормально. Да, извините. Да. Да, у нас-то нормально. Здорово. У нас тут спокойно, да, вот. Неспокойно это как у вас в данный момент, у вас в Украине. Я вот что хотел сказать. Такая войнушка была между афганцами и Где? Пакистан. Афганцы и пакистанцы. И Да. вот на фоне более этого Да. глобального, да, куда-то она тоже исчезла. Я вам скажу, что то, что происходит между Пакистаном и Нет, извиняюсь. Да, то, что происходит между Пакистаном и Афганистаном, то, что происходит даже между Пакистаном и Индией, это интерес Китая, чтобы просто отвлечь внимание от каких-то более глобальных проблем. И то, что было в свое время в Кашмире, когда был ужасный теракт, когда зашли на базу отдыха и людей просто там постреляли, это опять же таки были те люди, которые были оплачены китайскими прокси. Ну вот так, кто-то говорит, что войны нет, а война идет постоянно. Постоянно война идет. Просто надо знать, Сейчас кто оплачивает эту войну. Сейчас как раз до того, как эфир включить, там тоже я листал, вот этому журналисту попал, потом дальше начал листать вот этим оболваненным своим соотечественникам, тоже туда попал на канал. И вот сидят, стали какими-то этими, да, там, экспертами мировой геополитики. Там два слова связать нормально не могут, да, там путаются в своих каких-то мысль не могут донести абсолютно ничего. И, вот я смотрю, вместо того, чтобы заняться делом, там, самообразовываться, что угодно, вот какой уровень, да, и вот на это вот там ненависть, на вот это вот дело, да, через вот это религиозные приемы, и сидят там, желчь выплескивают. Зашел, попытался немного. Когда можно стадом сидеть. Да, у меня чуть отстает, да, видимо, поэтому я перебиваю. Нет, все хорошо, все нормально. Все хорошо. Да, я как бы зашел с целью вот чуть-чуть там полезное что-то с ними, да, там тему развить. Вообще гадости понаговорили, оттуда выкинули. То есть вот это вот отношения, да, уже до того дебилизировались, даже не понимают, что вот такой, скажем так, вот эта грубость, это вообще в других обстоятельствах вот так вот эти люди не поступали. Просто уже из-за вот этой религиозной темы, из-за вот этого крышу снесло. Да, но когда они сидят в квадратиках, когда не за что отвечать, когда они себя чувствуют полную безнаказанность, блистают своим умом и думают, что они достигли вершины Вселенной. И тогда, когда заканчиваются полностью все аргументы, они просто переходят на мат, и даже своих же мусульман выводят из религии. Ну, это каждый день, целый день, постоянно, каждый час. Ты кого поддерживаешь? Того-то. Ты не мусульманин. А ты кого поддерживаешь? Того-то. Ты не мусульманин. Ну, разговор короткий, да? Вот так. ТикТок-то такая вещь, которая... это религиозная тема, она настолько нам навредила, да? Просто 300 там, и более тысяч вот находимся мы в Европе, никак не получается вот что-то, да, там, вот какой-то там курс выработать, да, там, чтобы что именно, объединиться?
Ну, объединить, не то Что вы чтобы даже имеете в виду? объединиться, хотя бы заниматься полезным, да, вот, какую-то пользу приносить. Как там себе, так и обществу, в котором ты проживаешь, которое тебе там предоставило возможность жить там и так далее. Очень такое. Ну, просто это все не самотеком протекает, происходит. Это Стелла, ты хочешь умышленно. подняться? Стелла. А, сейчас подумаю. Привет, Ибрагим. Миш, привет, дорогая. Привет, Привет, Маша, Маха. вот, приходите Привет. свободно. Я же соскучилась по Маша. твоему голосу. Ну да, я пару дней не была. Я соскучилась по Только твоему по ночам. голосу. Я тоже... Ибрагим, я тебе отправляла в телегу номер телефона Ромы. Ему я тоже отправила твой телеграм-канал. Он говорит, что у тебя закрытый телеграм, он тебе не может написать. Да, я номер получил, просто у меня немного такое забитая ситуация была, да. Ты Ну, можешь ему в там- телеграм написать, если не хочешь на номер. Не, я на номер тоже могу, на номер, в телеграм. Просто как бы немного такая ситуация, ну, как бы чуть-чуть освободиться хотел, да, чтобы спокойно. Ясно, ясно. Если как бы ты не уверен, что ты хочешь, можно кого-то другого из ваших ребят. Нет проблем, как вы решите между собой. Не, так-то все нормально, да, там это потом можно обговорить. Хорошо, хорошо. Вот пока у нас мы его связали с нашим Сирусом. Помнишь, я к вам приводила этого перса нашего, который в Германии живет? Да. Вот. Он уже у нас на телевидении выступал, и в YouTube-канале тоже есть с ним репортаж. И сегодня тоже, кстати, будет эфир. Был на Если девятом? хочешь. Да, он был Стелла, на он был 9 на канале. 9. Да, Сирус был на 9 канале. Я думаю, что можно попытаться его связать с ивритоговорящими тоже. Не только русскоговорящими. Аделюшка, привет, родной, привет, как дела? Адель. Так, поднимайте Привет. спикер, давайте тоже участвуем. Лема, привет, дорогая. Аделя, Ибрагим, ты же знаешь Аделя, да? Так, Адель. Меня Адель наш слишком- родной человечек, он курд. Курд, который... слишком тоже живет в много Европе. информации в голове, вот сейчас. Постепенно все нормально. Все нормально. Постепенно. Шаломчики, моя дорогая, шаломчики. Представляешь, я даже сказала, Стелла, я соскучилась по твоему голосу. Представляешь? Это вообще... Я соскучилась. Тоже. Так, Лазик тоже, по-моему, да? Поднимайся, если есть возможность говорить. Короче, кто хочет участвовать, дайте знать. Я сегодня пошла читать поглубже насчет имама Шамиля, где он родился, вообще его биографию, где он учился, у кого он учился, как его жизнь закончилась. Было очень интересно побольше данных прочитать о нем. Ну, имам Шамиль не позитивная такая личность все-таки. Да, я слышала от вас, но вот мне хотелось просто побольше узнать информации, как бы, да, понять, почему он и что он делал вообще в своей жизни, и как он дошел до того, что он подписался с царской России, как бы, и ушел. Вот тоже непонятно, да, там вот дагестанцы, ну, как бы хотят
чтобы у них тоже были герои, наверное, героизировать кого-то. Хотя дагестанцы это там как минимум 37 народов. И сам Шамиль, он по национальности аварец был. И вот как бы там... Поняла, что он был кумыком, что он был кумык. Ну да, даже возможно и такое, да, даже его личность, я бы сказал, она такая мутная, да, для самих, наверное, аварцев тоже. Потому что он как бы непонятно откуда появился, якобы изгнанный самими дагестанцами из Дагестана. И вот чеченцы его принимают. И из-за того, что он знаток там религии, его вот в качестве мулы, я не знаю, боевой мула там, который, кстати, Что он обучался, когда он в Мекку поехал, он познакомился там с одним имамом с Алжирии, который вел как раз-таки войну герилики, да? Вот так по-русски называется? Как это правильно по-русски? Так, что, в смысле, за религиозную войну? Нет, война герилик это как партизанская война такая, знаешь, как да. способ войны такой. Я здесь не слушаю, что ты хотите. Как Лохама герилит по-русски? Это гориллы, это нет, это хуже, это не Ну, примерно я знаю, что это. наемные, это как наемные ЧВК. Это как террористическое, может быть, как наемные, которые ходят там, взрывают, убивают. Как ЧВК. Герилла это ЧВК. Понятно. Так вот я вычитала, что он у этого имама с Алжирии учился всему вот этому вот искусству бою вот этому против Франции. Тот воевал против Франции, он обучал его как против российского царства там воевать. И он сдался. Кстати, я так поняла, что он в итоге через 3 года, как он подписался, он от царя получил какое-то звание там, как это в царской России там было, помнишь, Май? Да, сейчас. Ну, он вообще-то там, оказывается, якобы у него его дети тоже были в качестве заложников, да, там у российской. Я читала, что его дети служили в итоге в царской России у царя. Ну, они вообще-то, он в огромной там резиденции, да, по нынешним меркам, после всего вот этого, уже там свою пенсию аккуратно там доживал с огромным окладом. Но это не просто так, понимаете, если взять каких-то героев, которые воевали за освободительное движение, то они кончали висельницей. А тут вот такая ситуация, которая тебе полностью не то, что наталкивает на мысль, а подтверждает, да, то, что это именно человек, который изначально там провел вот такую вот подрывную, провокационную деятельность, короче, и благодаря которому там целый народ почти истребили, там, если на старте вот этой войны там около 1 миллиона, даже более было чеченцев, то на конец этой войны там 90 тысяч вместе с ингушами. То есть физически просто уже истощение, уничтожение произошло, и вот так вот итоги. А вот этот вот персонаж, он очень прекрасно там доживал. Ну там вот что суть вот этой войны, она в чем заключается? То есть национал-освободительное движение, вот этот вот персонаж, его переводит в ранг исламского, то есть установление шариата, слова Аллаха, вот такое. И тут начинается внутренний конфликт, потому что чеченское общество им как бы это неприемлемо. Вот эта шариатская система, она полностью противоречит укладу, и начинается внутринациональная, то есть вот эта вот внутренняя междоусобица, которая демотивирует всех.
То есть вот как и сейчас, вот первая вот эта вот последняя история, да, там в 94 году началась русско-чеченская война, потом вторая, то есть первая там четко понятно, да, за что народ воюет, а вот это второе уже, там уже вот то же самое происходит. То есть когда религиозное дело включается, большая часть народа идет против этого. Вот смотри, Ибрагим, что я вычитала по поводу него, что он, когда он сдался, когда его схватили, ну да, захватили там, значит, он был после сдачи в плен в 1859 году получил исключительное положение, близкое к высшей аристократии, хотя формально в российское дворянство возведен не был. Хотя я в другом месте читала, что да, его возглавили как дворянином в России. Значит, царь Александр II принял его с большими почестями. Шамилю была назначена огромная по тем временам ежегодная пенсия в 15 тысяч рублей. Он жил в почетной ссылке, сначала в Калуге, затем в Киеве, в роскошных особняках с прислугой и переводчиками, что соответствовало уровню жизни богатейших дворян. Император подчеркивал уважение к нему как к достойному противнику. Позже, в 1866 году, Шамиль вместе с сыновьями принес присягу на верность России, что окончательно интегрировало его семью в элиту империи. Знаете, что самое интересное, да, вот там чеченцы, которые боролись за свое национал-освободительное, их исторически пытаются сдвинуть в разряд вот какого-то там каких-то бандитов, абреков, там непонятно кого, да. А вот этот вот, да, человек, который именно идеологически там как бы стоял на вот позиции там установления слова Аллаха, там шариата, вот на такой вот теме, его вот сегодня, да, в той же России, в Дагестане там и так далее, пытаются героизировать как какого-то национал-освободительного героя, но он, по сути, вообще никакого отношения к Дагестану не имеет. То есть его персона, она вот стала известна именно среди чеченцев, да, то есть, потому что ему удалось рулить чеченцами в качестве муллы, да, там, вот тут можно, вот тут не можно, какие-то эти давать фетвы там и так далее. И так, у нас шум у кого-то был. И вот в итоге, не знаю, дагестанцы, непонятно, какой герой он для дагестанцев. Вот это непонятно. Национально-освободительный, ну, Дагестан же Российская Федерация, и им нравится там. То есть, если он герой исламский, там, шариатский, тогда более там понятно, но опять-таки он к Дагестану не имеет отношения, то есть они его вышвырнули тогда, по его легенде, да, вот вообще его Что выкурили. это за аул Гуниб? Что это за аул такой Гуниб? Ну, это там на границе где-то Чечни, Дагестана. Гуниб, который последний бой как бы там произошел, вот это окружение, где он пошел в почетный плен. А остальные там чеченцы, которые воевали, они пробили вот это вот кольцо тройное, скажем так, да, там три ограждения, 3 ряда они сделали. Исторически вот это, короче, окружили их, и они прорвались там. Часть, короче, прорвалась и еще продолжала 2 года такую партизанскую деятельность. Но потом это уже все иссякло, потому что он как бы все знал, всю информацию, и всю информацию вообще про чеченцев, он ее там уже аккуратно оформил. Враги. Если знают всю историю, если знают то предательство, то это получается как бы смена понятий, подмена истории, навязывание нового, монетизация нового героя. Я не понимаю. Вот не до конца понятно, как его может героизировать могут дагестанцы. Он оттуда,
Приветствуем вас. Ва алейкум салам. Маршал, приходите свободным. Привет, Я вас Арафат. послушал немножко. То, что Ибрагим, меня зовут Ахмад. Да. Имам Шамиль, он родом с Дагестана, да, но его приняли чеченцы, но из-за чего? Из-за того, что чеченцы были более набожны и жили по шариату, нежели чем дагестанцы. Дагестанцы, Ну, я не Дагестан- соглашусь, но пока выскажитесь, а потом я как бы прокомментирую. потому что если бы было бы наоборот, то ему бы не пришлось бы переезжать в Чечню на время. Потом он же все равно 25 лет или 27 лет он вел партизанскую войну. У него было в составе армии его партизан было 50 тысяч абреков. Вот. И за счет чего же и его ряды начали слабеть. После того, когда царская Россия из своей жестокой риторики перешла к большому подкупу и большому разладу внутри. За счет этого было потери кадров, дезертирства, предательства и так далее. Если бы было бы по-другому, то имам Шамиль он бы умер бы во время сопротивления и не попался бы в плен. Сейчас говорит о том, что это не дагестанский, или он не может быть дагестанским героем, или почему дагестанцы его героизируют, не совсем правильно, с моей точки зрения. Потому что он родом оттуда, были его тоже мюриды из числа дагестанцев, разных народов. Мы все прекрасно знаем, что в Дагестане очень много народов. Никто не отрицает, что он с Дагестана. Ибрагим спросил, почему его героизируют. Вот это мой вопрос. Почему его Я вам героизируют? скажу, это делает ФСБ для того, чтобы там не просто героизация идет, а идет о том, что есть некоторые чеченцы, это не секрет, которые обзывают имама Шамиля. Типа он трус, он струсил, а Байсангур нет. И этим самым они разделяют северокавказцев на два фронта. Одни за Шамиля, другие против Шамиля. Это как разделяя и властвуют. И сейчас мы это видим. На этом фоне есть такой еще момент, что столкновение северокавказских народов, у них есть личная неприязнь. Допустим, и между ингушами, осетинами, между теми же аварцами и лезгинами, там кто-то считает себя более коренным, там дележка идет по деревням, дележка идет по другим районам, понимаете? Она как бы сейчас утрясается, как в роли жандарма там стоит Россия, понимаете? Типа, ой-ой-ой, вы не должны друг друга бить, потому что мы тут комиссары. А в противном случае они вмешиваются именно тогда, когда усугубляется ситуация. Они дают, чтобы они столкнулись. И есть разные истории, даже по сегодняшний день, такие бытовые стычки, да, на этом фоне. Среди молодежи, среди среднего поколения. Вот. Что я хотел Это сказать? называется, извини, что я тебя перебиваю. Извини, что я тебя перебиваю, одно слово. Это называется политтехнология. Можно назвать это по-разному, но Россия это империя. Россия это империя, а Северный Кавказ это неспокойный район, неспокойная область. Там много народов, и у них к ним подход, если подойти, там два метода, если мы говорим с точки зрения империи. Первый это силовой и разделяй. С точки зрения... Один момент, я чуть занят был, у нас просто много тем проскочило, информации слишком много. Лучше будем дискутировать там, чтобы другие участники тоже принимали участие. Насчет персоны. Да, пока все
Все было Да-да, в Маша, порядке. давай. Да, все было в порядке. Да, я хотел насчет этого, персоны Шамиля, да, вот. У него там кто-то был, там не был. Шамиль это вообще-то мула, да, человек, который мулит. То есть он в военном деле полный профан. И никакой боевой где-то операции, где он сам участвовал, вообще в истории нет. То есть это человек, который говорит, что можно, вот как сегодня у дагестанцев есть Сосетлинский, Костекский, имам Шамиль Маликов есть такой. То есть люди, которые сидят где-то там в теплом месте, да, и там рассказывают, что можно, что нельзя, вот тут можно, вот тут не можно, там, это харам, это халяль. Персона Байсангура, ну, там тоже сомнительно, да, именно это персонаж, не этот, расходится немного исторически. Ну, в любом случае, такой человек был, да, близкий к Шамилю. И вот его персона, она тоже двоякая, то есть он как бы и герой, и как бы он не совсем герой. Почему? Потому что он вот это дал этому муле, да, там, который мулил, противопоставлять как бы, скажем так, чеченских воинов, да, там, чеченское сопротивление, национал-освободительное движение, его противопоставлять, то есть собственному народу, да, потому что там есть моменты, когда внутренние конфликты происходят, когда целые населенные пункты посылают, ну, по сегодняшним меркам, на 3 буквы Шамиля с его шариатом и все вот этих, кто с ним вместе. То есть вот люди, которые ненавидят русских захватчиков, колонистов, у них появляется еще новая проблема. То есть вот это религиозные деятели, которые начинают... То есть люди хотят освободиться от одного и вернуться к своему самобыту, да, там, к своим традициям, к своей системе жизни вообще, жить по-своему. И тут они как бы за это борются, и приходит новая система, которая то же самое, только вид сбоку. Потому что шариат, вот это, он никогда в жизни чеченцам, пока они чеченцы, никогда в жизни он им неприемлемо будет. Потому что у нас полное равенство. Нету каких-то халифов, амиров, каких-то вот этих царей. Только из-за этого всегда народ противился. Свободное общество, да, там, ну, по сегодняшним меркам демократическое обычно. Поэтому вот, я не знаю, там, розово и пушисто рассказывать это, конечно, можно, да, потому что это как бы наша история. Шамиль, он вообще к Дагестану, повторяюсь, никакого отношения не имеет. И если его чеченцы называют негативной какой-то персоной, посылают его, матом кроют, или наоборот делают из него какого-то, я не знаю, там, идеала, это их право, то есть это их персонаж, который как бы они сами создали. А то, что он там по национальности, по происхождению дагестанец, то есть дагестанцы, дагестанский народ к этому не имеет отношения. Если среди чеченцев были какие-то люди, которые приходили, бежали там со своих территорий и вливались в наше общество, да, ну, считали как бы вот эту систему российскую, которая туда приходила, вражеской, и там у них конфликтные ситуации происходили, и были такие единицы, скажем так, которые приходили к нам и там вооруженную какую-то борьбу вели. Это не говорит о том, что там в этих народах велась какая-то национал-освободительная борьба, к сожалению. Это вот так вот. Потому что в нынешней истории такое тоже было видно, да? Там 20 дагестанцев, когда приходили, там какое-то количество там кабардинцев, черкесов, там 5-10, которые, ну, позиция которых Так, у вас микрофон шумит, я просто прикрою. Потому что вот это, там и не было национал-освободительного движения. А люди, которые просто, ну, протест, да, вот существующему режиму проявляли, и им приходилось как в качестве уже такого криминальных элементов, да,
бежать туда, где их принимали. А вот чеченцы всегда принимали, как это сегодня в мире есть такая система, там, Азуль, да, там беженцы в Европе и так далее, принимают людей по политическим там каким-то этим ситуациям, да, на своих каких-то территориях, да, там. И вот что-то такое у нас тоже было, да. Просто, да, какие-то люди были, приходили, они вот так вот участвовали в этом деле. Как-то Если, так. если мы говорим про имама Шамиля и про имамат, то там не было точно конкретного национал-освободительной теории. Была общая идея. Это понятно. Просто вот чеченцы до этого появления Шамиля, там 50-60 лет, до этого проливали свою кровь, пытаясь освободиться от вот этой колонии. То есть впервые какие-то после там монголо-татар приходит новое какое-то, вот эти захватчики, там какие-то кочевники, которые пытаются тебя покорить. И эта борьба, тут ничего непонятного нету. То есть ты отстаиваешь свое право жить, свой самобыт. И вот эта борьба велась. А потом пришла вот эта шариатская тема. И это повторилось вот сейчас в современной истории. Первая вот у нас война была просто оборонительная, да, когда пытались выдворить вот этого нового хозяина, нового мужа, который хочет мужем стать тебе. Ты не хочешь за него замуж. А вторая война, это уже она перелилась в религиозную тему, там, освобождать Дагестан, устанавливать там шариат. И таким образом спровоцирована вот эта очередная, оккупационная ситуация, после чего там, людям надоело. То есть лучше с русскими как-то выжить, чем вот с этим непонятным. Вот такую ситуацию создали. И сейчас там люди не рады, что там их закидывают куда-то воевать в Украину, сажают на бутылки, теряют без вести. Они не рады. Но вот это вот религиозный вот этот вот используемый инструмент, да, который на нас очень удачно прокатил очередной раз. Из-за него вот и произошло все это. Первая чеченская, это, можно сказать, что она была выиграна. А вторая чеченская, почему пошел бардак? Потому что уже не было тех, кто должен был быть. Начиналась структура меняться и переводить не просто национал-освободитель, все правильно. Велась чисто норматив шариата, и он исполнялся бардачно. Расстреливали, наказывали тех, кто пьют или выпивают. И это все превращалось, что появлялись кровники. Брат того же убитого за то, что он брился там, или же он то, что выпил егошний брат, и он за это был избит, там, или до смерти он от этого умер, и так далее, и так далее. Вот что привело. Да, конечно же, это было не то, что нужно народу, конечно. Это можно критиковать, это нужно критиковать, обсуждать и так далее. Во времена Шамиля то же самое. Нет, просто сама шариатская система, она неприемлема, да, когда могут положить бабушку куда-то перед людьми и отстегать ее палкой, по спине. Но это не шариатская тема. Этого не было у нас, да, массово, потому что могли бы одно место порвать, извиняюсь за грубость, и самые какие-то ситуации, когда самые слабенькие, да, кто не может отпор дать, вот на таких это прокатывало. Есть моменты, где это прокатило. А вот насчет расстрелов, да, которые по шариату сделали расстрелы, эти расстрелы на площади 2 раза прошли. Надо по-честному подчеркнуть, что во время первого расстрела были расстреляны 2 вот этих. Одного я лично знал. Второй, его друг был. Я так тоже знаю про эту личность. Сам с ним не был знаком. Эти оба человека, они убили целую семью. То есть, включая детей маленьких. Там нажрались чего-то, накурились. Да, сами хорошие парни были, но когда они уже обкурились и
обдолбались, короче, вот все, они как бы их замкнуло, они взяли там целую семью, перебили. Какие бы хорошие парни они не были, даже включая смертную казнь, если она в нашей